Обсудить итоги международного признания Абхазии и наметить перспективы в республику приехали такие известные политологи, как Андроник Мигранян, а также ведущие политологи и политики из Германии, Великобритании, Швейцарии, представители Министерства иностранных дел России, Республики Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Арцах. В работе пленарного заседания принял участие президент Рауль Хаджимба. Глава государства отметил глубокий смысл и чрезвычайную актуальность проводимой конференции, подчеркнув, что она посвящена яркому и знаковому политическому событию – десятилетию признания независимости республики, ознаменовавшему собой качественно новый этап развития абхазского государства. Предыстория признания независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии – это целая документальная летопись, уникальная хроника событий, заслуживающая более пристального научно-исследовательского внимания историков, политологов и конфликтологов, подчеркнул президент. Международное признание открыло перед нашей страной редкий шанс для еще большего и уверенного политического и правового самоутверждения. Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за этот сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии, укреплению ее безопасности, восстановлению полноценного культурно-образовательного и информационного пространства между нашими государствами, прерванного вооруженной агрессией Грузии против Абхазии и ее разрушительными последствиями. Участников конференции приветствовал министр иностранных дел Абхазии. Даурковый рассказал о сложном пути Абхазии к международному признанию независимости, о работе, которую проводит ведомство в этом направлении. Он выразил надежду, что участники круглых столов проведут интересные дискуссии, в результате которых будут подведены итоги и намечены планы на будущее. Необходимость и важность данной конференции очевидна, отметил, приветствуя участников форума, директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский. 10 лет назад Россия сделала шаг в сторону качественного изменения положения Абхазии в системе международных отношений. Таким образом, была создана новая международная правовая политическая реальность, подчеркнул Павловский. Признав независимость Абхазии, предоставив ей военные гарантии безопасности, направляя масштабную финансово-экономическую помощь через механизмы инвестиционной программы, Россия, образно говоря, вложилась в проект под названием «Современная абхазская государственность». И мы искренне заинтересованы, конечно, в успехе этого перспективного проекта. Будем содействовать продвижению Республики Абхазия в направлении демократии и стабильности, благополучия и самодостаточности. Видим в Абхазии друга и ценного союзника на Южном Кавказе, с которым мы объединяем усилия в укреплении безопасности, прежде всего перед лицом дестабилизирующего натовского проникновения в регион. Политолог Андроник Мигранян с большим воодушевлением принял приглашение на участие в конференции. Он отметил, что рад возможности разделить радость абхазского народа, который в эти дни отмечает знаменательные даты в своей истории. Мы все испытывали огромное чувство гордости и радости, когда видели вот этот неукротимый дух народа, который боролся за свою независимость. Я знаю, что такое, когда маленький народ, потерявший свою государственность в течение тысячелетий, обретает эту независимость и государственность. Это величайшее достижение для народа, это подъем национального духа. И мы, каждый из нас, много моих друзей, как могли, способствовали и поддерживали это. Представители республик Южная Осетия, Арцах и Приднестровья зачитали приветственные письма президенту Раулю Хаджимба и участникам конференции от имени президентов республик. В завершении пленарного заседания участникам конференции был показан документальный фильм об истории международного признания Абхазии. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.